Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». С вами Садаф Рустами с самыми важными новостями на сегодня. 11 августа в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухридина с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Эри Арфией. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двухсторонней повестки. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и расширении взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Японией. Особое внимание было уделено развитию практического сотрудничества в приоритетных направлениях, а также взаимодействию в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония». Отдельно была отмечена важность выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств в рамках саммита «Центральная Азия плюс Япония» и их практического воплощения в целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Японии. В завершении встречи состоялась церемония подписания совместных документов, в том числе обмена нотами по проекту предоставления стипендий для подготовки кадров и проект по Душанбинской подстанции. В целях совершенствования деятельности различных отраслей в Республике Таджикистан с партнерами по развитию и другими дружественными странами подписывают меморандумы и документы о сотрудничестве. В частности, в Министерстве иностранных дел был подписан очередной документ такого рода. Подробности об этом в следующем материале. В городе Душанбе между правительством Республики Таджикистан и правительством Японии были подписаны два документа об обмене нотами по предоставлению грантовой помощи. Документы подписали чрезвычайный полномочный посол Японии в Таджикистане Фурута Кейко и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухридин. Один из грантов в размере около 1 миллиона 850 тысяч долларов США предусмотрен для реализации проекта стипендий по развитию человеческих ресурсов. В рамках проекта ежегодно 15 молодых государственных служащих Таджикистана будут направляться в университеты Японии для обучения по двухгодичным магистерским программам. По инициативе Народной демократической партии Таджикистана в детской школе искусств имени Одина Хошима состоялось республиканское мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. В праздничном мероприятии активное участие приняли ветераны, государственные деятели и молодежь. Подробнее об этом в репортаже наших коллег. Независимость, опыт ветеранов, сила молодежи, светлое будущее Родины. Под таким названием состоялось республиканское мероприятие, организованное по инициативе Исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана и посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие, выступили первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Малик Шойне Мадзуда, председатель Совета ветеранов Народной демократической партии Таджикистана Руфия Курбонова, ветераны, государственные деятели и молодежь. В ходе выступления было отмечено, что сегодня страна находится в преддверии великого национального праздника – 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Государственная независимость является великим историческим достижением таджикского народа. Именно благодаря независимости страна уверенно встала на путь созидания, строительства и устойчивого развития. Также была высоко отмечена роль ветеранов в укреплении ценностей независимости, сохранении достижений периода государственной независимости и воспитании молодого поколения в духе патриотизма, национального самосознания и преданности Родине. Было подчеркнуто, что опыт ветеранов и созидательная энергия молодежи, являясь связующим звеном между поколениями, могут внести достойный вклад в благоустройство и развитие независимого Таджикистана. За 35 лет независимости Таджикистан достиг значительных успехов в различных сферах, в частности развития инфраструктуры, строительства дорог, электростанций, школ и больниц, способствовали улучшению уровня жизни населения. Также получили развитие сферы образования и науки, расширились возможности для получения образования молодежью. Одним из важных достижений периода независимости стало укрепление национального единства. Единство является одним из основных факторов политической стабильности и экономической
экономического развития. Народ Таджикистана, проявляя чувство патриотизма и национального самосознания, вносит свой вклад в благоустройство и развитие Родины. Наряду с достигнутыми успехами по-прежнему существуют вопросы и задачи, требующие решения. В их числе обеспечение устойчивого экономического развития, создание новых рабочих мест, защита окружающей среды и дальнейшее повышение уровня жизни населения. Эти направления относятся к числу важных государственных приоритетов. Следует отметить, что 35-летие государственной независимости является важной исторической вехой для Таджикистана. В столице отметили День медицинского работника. Праздничная встреча, приуроченная к профессиональному празднику и 35-летию государственной независимости Таджикистана, прошла в городском центре здоровья номер 9. Мероприятие организовано исполнительным комитетом Народно-демократической партии Таджикистана и управлением здравоохранения Душанбе. На встрече собрались представители руководства города и района Сино, сферы здравоохранения и судебной системы. Выступающие отметили, что государственная независимость стала фундаментом для развития ключевых сфер жизни общества, включая здравоохранение, защита мира, укрепление национального единства и личный вклад в процветание страны – священный долг каждого гражданина. Представитель суда района Сино города Душанбе акцентировал внимание на верховенстве права, соблюдении законов, повышении правовой культуры и высокой ответственности каждого работника перед обществом. Также были затронуты вопросы профилактики правонарушений и строгого следования законодательным нормам. В ходе встречи детально обсудили достижения столичной медицины, ход реализации государственных программ и модернизацию лечебных процессов. Было подчеркнуто, что при всесторонней поддержке правительства Республики Таджикистан для граждан созданы необходимые условия для прохождения современной диагностики и лечения. В завершении встречи отличившихся врачей и активных сотрудников городского центра здоровья номер 9 наградили благодарностями за добросовестный труд и достойный вклад в укрепление здоровья населения. На пресс-конференции Таджикского медико-социального института были подведены итоги деятельности учреждения за 2026 год и определены дальнейшие задачи. Было отмечено, что в этот период был реализован ряд мероприятий, направленных на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской работы и подготовку молодых специалистов в сфере медицины и социальной защиты. В ходе пресс-конференции было отмечено, что одним из важных направлений деятельности Таджикского медико-социального института является подготовка молодых специалистов. В настоящее время в учреждении обучаются 4374 студента. Из них 2746 человек или 62,8% студентки, а 1628 человек или 37,2% студенты. В институте в настоящее время функционирует 35 кафедр, 29 из которых относятся к профильным медицинским кафедрам. Учебный процесс организован с применением современных методов и информационных технологий. Также реализуется ряд мероприятий по улучшению условий обучения. Согласно представленным данным, в институте действует 251 учебная группа, обучение в которых ведется на таджикском, русском и английском языках. Другим важным направлением деятельности института является научно-исследовательская работа. За отчетный период были разработаны ряд учебных пособий, монографий и образовательных программ. Продолжились также научные исследования преподавателей и студентов. За этот период подготовлены 22 магистерские работы и ряд научно-исследовательских работ. Преподаватели института принимали участие в научных конференциях и других профессиональных мероприятиях. Одним из важных показателей отчетного года стала подготовка первых выпускников института. Согласно информации, представленной в ходе пресс-конференции, институт в общей сложности окончили 393 молодых специалиста, получившие дипломы. Из них 11 человек окончили институт с отличием. Студенты проходят практику в клинических центрах и лечебных учреждениях. В клиническом центре, который является основной базой для практической подготовки студентов, функционируют различные отделения и кабинеты, в том числе кардиология, гинекология, онкология, ангиография, хирургия, урология, стоматология и терапия.
По итогам ответных матчей четвертьфинала определились все участники полуфинальной стадии Кубка Таджикистана 2026 по футболу, сообщает Федерация футбола Таджикистана. В полуфиналах Кубка Таджикистана сыграют следующие пары – Равшан Худжанд, Эсхата Сардор. Полуфинальные противостояния пройдут в двухматчевом формате. Победители по сумме 2 встреч выйдут в финал турнира, где продолжат борьбу за главный трофей. Общий призовой фонд Кубка Таджикистана в этом году составляет 300 тысяч сомони. Обладатель Кубка получит 200 тысяч сомони, а финалист – 100 тысяч сомони. Кроме того, победитель Кубка Таджикистана 2026 получит путевку в Лигу вызова АФК сезона 27-28. А это были новости к этому часу. До следующего выпуска.